Федеральному заказнику «Пазарым» исполнилось 10 лет. В честь круглой даты заповедник Хакасский презентовал новые маршруты в рамках туристско-рекреационного кластера «Горная Хакасия». Он, напомню, вошел в десятку лучших проектов по развитию экотуризма в России. Чем готов привлекать любителей активного отдыха «Пазарым», оценила Мария Добрынина. Именно отсюда начинается долгий путь любителей испытать себя на прочность Саянского перевала, или, как говорят в народе, Сотова, который расположился между долинами рек Она и Аксук. Здесь, на границе Хакасии и Тувы, которая как раз тянется вдоль цепи хребтов, первопроходцы трекинга по дороге с облаками на протяжении 13 километров будут наслаждаться видами суровых гор Пазарыма. Вообще маршрут у нас круговой, проходит по хребтам. Дальше мы спускаемся на Курукульский перевал. Собственно, оттуда тоже очень прекрасные виды. Где проходит Курукульская тропа, туда вглубь заказника, собственно, тоже до озера Пазарым. И спускаемся по альпийским, субальпийским лугам уже к трассе. Здесь можно легко наткнуться на растения, эндемики, исчезающие виды краснокнижных животных. Если удача будет благосклонна, путники встретят, к примеру, кабаргу или козерога. Конечно, увидеть их можно только издалека. Они очень пугливые и осторожные. К слову, именно сибирский горный козел является основным объектом охоты снежного барса, который редко, но встречается в этих местах. Сейчас мы находимся на более чем 2000 метров над уровнем моря. И пусть это не самая высокая вершина, но точно высшая точка наслаждения для туриста. Здесь на каждом шагу можно повторять слово «уникальный». Уникальные горы, уникальный воздух, уникальная природа, фауна и флора. Только трогать здесь ничего нельзя. Только смотреть и наслаждаться. Несмотря на то, что Пазарым – это заказник, а значит охраняется законом, чтобы прийти сюда не нужно брать дополнительное разрешение, достаточно согласовать свой визит с заповедником Хакасский. И лучше выйти на маршрут с опытным гидом. По пути к самой высокой точке трекинга, которая находится на хребте Кахош, а это 2580 метров над уровнем моря, нужно набраться терпения. Вместе с захватывающими видами на заснеженные обрывы и ледниковые озера неподготовленного туриста ждут сложные подъемы и спуски и превратности погоды. Буквально несколько минут и в солнечный день ворвалась буря, шквалистый ветер с градом. Этот маршрут еще называют трекинг, потому что он не такой сложный, адаптированный для людей, которые только начинают ходить в горы. Но знаете, что я вам скажу? Чтобы пройти даже этот легкий маршрут, нужно все равно иметь базовую физическую подготовку, любовь к дикой природе и вселенское терпение к капризам погоды. Второй день экспедиции «Безымянные озера». Тропа проходит через кедровое редколесье, Курумы до живописных озер в низинах гор. Этот путь – настоящая находка для романтиков походной жизни. Всего же заказник Пазарым насчитывает порядка 300 ледниковых озер на своей огромной территории. Кристально чистые водоемы в окружении неприступных гор и гигантских валунов – визитная карточка заповедной земли. Даже бывалые путешественники, которые прошли бесчисленное множество горных маршрутов Хакасии и других регионов, уверяют, Пазарым – место обязательное для посещения. Здесь очень мало посещаемые места, здесь намного меньше туристов, чем где-либо в других. Там про Иргаки вообще молчу. Вот, из-за этого тропинки такие кажутся более дикими, не натоптанными сильно, корни деревьев не вышарканы. Ну и чувствуешь себя прям по-настоящему в дикой природе. Заказник Пазарым также предоставляет визит-центр для размещения туристических групп, где можно наглядно ознакомиться с картой путешествия. Отправляясь в поход за приключениями, помните, на дикой земле вас ждет не только отдых от городской суеты, но и полный цифровой детокс. Максимум, для чего понадобится телефон, для фото и видео. Мобильной связи здесь нет. Мария Добрынина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.